Жительница Бишкека Дамира, имя изменено в целях безопасности, недавно чуть не стала жертвой интернет-мошенников. Ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками спецслужб. Далее эти лжесотрудники заявили, что она подозревается в нарушении закона, связанного с денежными переводами, и предложили решить этот вопрос за определенную сумму. Он назвал сумму очень большую, и мне пришлось срочно продавать квартиру. Дали мне телефон через Лалафо, что вы должны позвонить по этому номеру. Этот номер — срочно выкуп квартир. В этот же день по срочному выкупу я показала квартиру ребятам, которые там работают. Они оценили мою квартиру, но намного дешевле. И что-то я начала заподозревать, что что-то здесь не то. Почему я должна такую огромную сумму передавать неизвестному лицу, на какой-то счет переводить? Поэтому я обратилась в службу. И сотрудники ГКНБ помогли мне вернуть эту квартиру, за что я выражаю большую благодарность. Участились подобные случаи мошенничества, когда злоумышленники звонят по телефону доверчивым людям, представляются сотрудниками ГКНБ и вымогают деньги. Так они пытаются выманить деньги путем различных манипуляций или запугивания. Вначале мошенники собирают в интернете досье на жертву, затем звонят ей, выдавая себя за работника или следователя ГКНБ. Говорят, что все деньги жертвы находятся в опасности и убеждают перевести их якобы на безопасный счет. Наиболее распространенная схема мошенничества в Кыргызской республике у нас является фишинг. То есть фишинг — это своего рода ловля, да? То есть злоумышленники любыми способами пытаются получить ваши персональные данные, получить данные ваших банковских карт с целью дальнейшего использования в противоправной деятельности. То есть в чем это выражается? Для примера, на сайте Лалафо, допустим, вы выступаете в качестве продавца, вам пишет злоумышленник, то есть, что он находится, допустим, там в другом регионе республики, он физически не может к вам приехать, но он может вам перевести денежные средства, то есть за покупку этого товара. Это может быть как оплата за доставку, то есть вам направляется ссылка, что якобы товар оплачен, и вам необходимо заполнить реквизиты для получения этого товара. То есть вы вводите туда данные своей банковской карты, тем самым злоумышленники получают доступ к вашей банковской карте. Кроме того, имея паспортные данные, можно оформить онлайн-кредит на любого гражданина буквально за 5 минут. К сожалению, этим активно пользуются кибермошенники. В основном используются мессенджеры, такие как WhatsApp или Telegram. Жертвы мошенников узнают о кредитах лишь тогда, когда им приходит уведомление, что пришло время взноса. Сейчас у нас же можно и кредит взять буквально за несколько часов и спокойно за твой счет, за счет паспортных данных можно это все сделать. Сейчас можно даже через приложение паспорт идентифицировать и получить кредит. Поэтому здесь я рекомендовал бы тоже свои персональные данные не отправлять. Либо передавать нарочно, либо отправлять через более защищенные сети, не через социальные сети или мессенджеры, а использовать почту хотя бы. Чубак Темиров считает, что самый главный метод обезопасить себя от мошенников — использовать методы идентификации персональных данных в несколько этапов. Потому что двухфакторная она имеет два слоя. То есть первый слой — это ваш обычный пароль и логин. И обязательно пароль и логин должен быть не день рождения там буквально или какая-то памятная дата, она должна быть довольно сложная. А второй слой идет — это отправка смс либо на ваш телефон номера, либо на почту. То есть мошенникам легче подобрать пароли. В целом пароли тоже хорошо защищены, но их можно подобрать и как-то попробовать взломать. Но второй слой надо уже иметь доступ к почте или к номеру телефона для того, чтобы подтвердить, что двухфакторная аутентификация — это, по сути, двойная проверка. Кроме этого, мошенники используют такие направления, как банковские операции и инвестиционные вложения в определенные проекты. Также злоумышленники предлагают через разные мобильные приложения вкладывать средства в онлайн-игры. Люди вкладывают деньги, то есть получают определенный процент первое время, то есть как
У ФБР это называется забой свиней. То есть человеку дают возможность, как бы, он маленькие суммы, когда вкладывает, он получает процент, все нормально. Как только человек вкладывает большую сумму, все, он теряет деньги. Затем начинается второй этап. То есть подключаются юристы, которые якобы обещают вернуть эти денежные средства. То есть человек вкладывает еще сверху денежные средства, дополнительно теряет. То есть таких чудес не бывает. Зачастую мошенники используют новые технологии, такие как искусственный интеллект, подделывая голоса и лица, и многие из них используют VPN для того, чтобы сбить с толку спецслужбы. На сегодня спецслужбами интенсивно ведется профилактические работы, взаимодействуя с другими странами, а также идет обмен информацией. Правоохранительные органы предупреждают, что в случае подозрительных звонков или писем обращаться в милицию. Ермек Куренкеев, Руслан Бароненко, ЛТР Бишкек.